Чем больше в стране вводят антиковидные меры, тем больше появляются в государственном реестре вакцинированных те, кто получил не прививку, а просто документ. Медики говорят, что чаще всего в красной зоне под аппаратом ИВЛ оказываются те самые пациенты, которые ходили с липовыми сертификатами в кармане. Мораль ситуации проста. Поддельный документ купишь, а вот здоровья нет. За последний месяц в России 3 раза ставили антирекорд по количеству суточного прироста заболевших. На сегодняшний день вирус серьезно мутировал за 1,5 года. И на сегодняшний день степень поражения легких довольно серьезная бывает. Некоторые, конечно, переносят, и большая часть населения переносит его не без серьезных осложнений, но, к сожалению, количество осложнений, количество тяжелых вот в последнее время растет. Практически все койки в больницах заняты. Требуется дорогостоящее и длительное лечение. Если раньше как-то недели 2-3 справлялись, сейчас довольно длительный период. Поэтому была просьба тех, кто не привился, привиться. В преступных схемах в стране часто участвуют сами медицинские организации. За взятку выдают настоящий документ без прививки. Все проходит по уже изученной системе. Вакцину уничтожают или вместо компонента вводят обычный физраствор. В результате неиспользованный препарат в мусорное ведро, данные в общий реестр. Но таких случаев немного. У меня есть целая команда людей, которые сидят и заносят этих людей в федеральную базу. Вот когда он попадает в федеральную базу, допустим, двухкомпонентная вакцина делали сегодня, через 21 день. И через 21 день на госуслуги приходит сообщение о том, что вы вакцинированы. И каждый человек, имеющий доступ на госуслуги, уже имеет вот тот пресловутый QR-код и сертификат. Значит, этот сертификат не мы выдаем, а этот сертификат. Значит, после того, как человек делает прививку, мы его здесь везде регистрируем, и эта регистрация через федеральную базу попадает на госуслуги. На госуслугах отмечено, когда и какую вакцину сделали пациенту и какие осложнения у него появились. Распечатывать документ должны вы сами. Проверить подлинность QR-кода совсем несложно. В России запустили приложение госуслуги «Стоп коронавирус». Программа выдает липовый документ или нет. Сейчас у нас очень распространено по всей Российской Федерации вот именно подделка. Просто человек может сесть за компьютер, используя различные инструменты, просто сделать вот этот сертификат, имеется в виду вот этот код, чтобы минимизировать риски именно вот распространения именно вот таких сертификатов. Именно Министерство цифрового развития разработало приложение «Стоп коронавирус». На первой строчке у нас сразу же отображается сертификат вакцинации от ковид. Вот у меня вакцинация была 23.07.21 года, начало именно второго этапа, когда уже на втором этапе только выдается код, QR-код. Так мы сюда заходим, вот он отображает именно QR-код, который мы предоставляем по требованию. Липовость, так можно проверить? Если бы у нас была липовая прививка, даже если бы мы сюда ввели логин пароль госуслуг, у нас бы вот здесь не было, тут стоял бы крестик. Мошенники могут вас убедить, что ваши данные есть в системе. По сути, они просто создают сам документ, придумывают несуществующих врачей и медицинские организации. Пока мошенники продолжают в сети интернет с сомнительных страниц продавать липовые сертификаты о вакцинации, правоохранительные органы не дремлют. В России выработана целая система ответственности за подделку документов. Отныне за липовый сертификат можно сесть за решетку и попасть в несколько статей Уголовного кодекса. Отбывать наказание или выплатить крупный штраф за то, что не захотел делать бесплатную прививку, а купил за деньги сертификат и развернул настоящую аферу. Новый состав преступления для оперативников. Покупка фальсифицированного сертификата не остается незамеченной. Наказание грозит всем участникам схемы, и покупателям документа, и продавцам. В Российской Федерации за приобретение, хранение и использование заведомо поддельных документов, официальных документов, которые предусматривают предоставление определенных прав или освобождение от обязанностей, грозит штраф, ограничение свободы, принудительной работы, либо лишение свободы на определенный срок. Так, например, статья 159 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание за мошенничество. Это штраф в размере до 120 тысяч рублей, или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период
до года, либо обязательной работы срок до 360 часов, либо исправительной работы на срок до года, либо ограничение свободы до 2 лет. На сегодняшний день не только на территории города Магасы, но и по всей республике данных случаев нет. То есть данные правонарушения не выявлялись и фактов таких не имеется. По информации прокуратуры, на сегодняшний день в республике такие нарушения не выявляли. Гражданам важно помнить, что в первую очередь они несут социальную ответственность перед обществом. Рассматривая нами правонарушения, в большинстве случаев сопряжены с получением взятки, то здесь ответственность должностных лиц – это штраф до 1 000 000 рублей или от размера от 10-кратной до 50-кратной суммы взятки. Лишение свободы, лишение права занимать определенные должности, срок до 2 лет, либо заниматься определенной деятельностью. Лишение свободы, срок до 3 лет с наложением штрафа, либо без такового. Очень важно отметить, что нахождение в общественном месте лица с поддельным официальным документом, повлекшее массовое заражение людей, влечет уголовную ответственность в соответствии со статьей 236 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это нарушение правил санитарно-эпидемиологических правил. Наказание за данное деяние влечет лишение свободы срок до 2 лет. QR-код. Именно из-за него и идут на преступление противники вакцинации. Но совершая преступление, важно помнить, что никто не застрахован. Как только вы окажетесь на больничной койке, обман всплывет. Если у вас на руках поддельный документ, вакцинироваться вы уже не сможете. Остается лишь признаться в деянии. Лина Цычоева, Магомед Доскеев. Новости 24.